Дасць ці не дасць Пуцін грошай Лукашэнку? Гэтым пытаннем напярэдадні візіту кіраўніка Беларусі ў Сочы задаваліся як звычайныя беларусы, так і кіраўніцтва многіх эканамічных ведомстваў. І вось візіт адбыўся, і што ж цяпер? Якой будзе расійская падтрымка беларускай эканомікі ў агляднай будучыні? Якія высновы аб стане эканомікі і эканамічных планах ураду можна зрабіць з тэзаў, агучаных на гэтак званым усебеларускім народным сходзе? І як гэта ўсё будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах? У эфіры перадача «Экономика Чала». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Интересно, что там каким-то образом их количество поменялось. Может, Лукашенко просто путается сам в этом количестве. Если бы я такие условия увидел, это вот надо точно сразу соглашаться. Есть масса предприятий, которые уже на самом деле скорее полумертвы. Самое ценное, которое у них есть, это недвижимость. Очень сложно придумать такую экономическую политику, которая помогла бы без побочных последствий. Итак, визит адбыўся Лукашэнкі ў Сочи, сустрэча с Путиным. Что нам про яе вядома? Известно, в общем, не так много, но это, по большому счету, и есть все, что там произошло. Очень странный был визит, и про экономику там разговоров было крайне мало. Был вопрос касательно тех самых судьбы дорожных карт, интеграции, о которых мы говорили. Интересно, что там каким-то образом их количество поменялось. Может, Лукашенко просто путается сам в этом количестве, но их было 31, теперь их 33 почему-то. И если раньше Семашко говорил о том, что там осталось нерешенных всего 3 вопроса, теперь Лукашенко говорит, 6-7 осталось. То есть такое ощущение, что в вопросах интеграции продвинулись скорее назад, чем вперед. Гроши дадут? Это было очень интересно. Лукашенко, с одной стороны, он говорил перед отъездом, что я денег просить не буду. И действительно, похоже, не просил. Но в то же самое время, по крайней мере, про кредитные деньги он не говорил. Но он говорил так, что вы же смотрите, ведь на самом деле любая поддержка белорусской экономики – это же поддержка наполовину и вашей экономики. Это его любимый тезис в последнее время, что примерно половину из ВВП завязано в торговом обороте на Россию, а если, как он говорит, мы же не выбросили деньги на ветер, имелось в виду, видимо, предыдущие деньги на ветер. Мы же поддерживаем свое производство, а наше производство – это конечное производство, в том числе финишное, комплектующих закупаем в России большое количество, и мы же будем, если еще больше денег будете давать, мы же их еще будем больше покупать. И правда, дальше происходит небольшой конфуз, потому что тут же Лукашенко говорит про АЭС. То есть вроде как мы сокращаем на 5 миллиардов кубических метров импорт газа введением генерирующих мощностей белорусской АЭС, но готовы, еще на несколько миллиардов закупать этот газ в случае, если произойдет совместный проект, а там предлагается именно участие инвестиционное в строительство, там даже не модернизация, строительство, говорит Лукашенко, 2-го Гродненского азотного комбината. То есть почти миллиард и даже больше стоимости этого проекта. То бок ён кажа, што мы гатовы дазволіць, каб из нашай краіны куплялі больш у вас газа, калі вы самі пабудуеце, самі будзеце купляць. Практически так, да. Так на якія саступкі пайшоў Лукашенко Путіну, ці ўвогуле пайшоў? Я думаю, что эти уступки были, на самом деле, их можно датировать и предыдущими даже месяцами. Я думаю, что эта относительная тишина, с которой прошли переговоры по условиям поставки нефти и газа в Беларусь, когда мы увидим, что все-таки по сравнению с прошлым годом они ухудшились, пускай там и не сильно, и, в общем, достаточно ожидаемо. Но в любом случае, скажем, это совсем не тот скандал, который сопровождал, помнишь, нефтяную войну в конце и начале прошлого года. Раз. Второе – это то, что стало известно о распоряжении об одобрении протоколов о продлении действий существующего соглашения о 2 военных объектах, находящихся на территории Беларуси. Это Барановичи и Вилейко. Закончился 25-летний срок этого соглашения. Это был 2006 год. Смысл 1996 года был в том, что называлось нулевой вариант. У нас был накоплен довольно большой долг перед Россией за газ. Его нам списали полностью. И за это мы, дали России право без оплаты нам, эти объекты на нашей территории продолжать содержать. А теперь что? Это самый интересный вопрос, потому что очевидно, что речь идет явно о следующих 25 лет.
И вопрос, как бы, ну вот, что мы должны от этого получить? То бок, магчыма, вынікам этого будзе, што частка даўгавой нагрузкі, якая чакаецца на гэты год, можа быць, з боку Расіі, она будзе ўсё ж таки палегчана, Расія, можа быть, не будзе вот так вот жорстка патрабаваць. Может быть, это просто будет связано, например, с ожидаемым, и который, о том, что Лукашенко постоянно просит, это некий пересмотр условий по кредиту АЭС. Потому что и сроки позднее наступления выплаты основного тела долга, и проценты, как он уже постоянно был недоволен высокими процентами по этому кредиту. И, кстати говоря, он же, скорее всего, именно этот кредит имел в виду, когда говорил, что я не поеду просить новые деньги, новые кредиты. Речь идет о кредитной линии, решение, которое было принято, просто не все деньги были в рамках ее нами использованы. То есть нам выделили 10 миллиардов долларов, а мы з этого скарысталі на АЭС колькі? Ну, меньше половины, насколько я знаю. Вельмі шмат зэканомілі. І цяпер Лукашенко гаворыць пра тое, каб скарыстаць гэтыя грошы на нешта яшчэ. Добра, крэдыт па АЭС, можа быць, дадуць у якасці саступкі за гэтыя ваенныя базы. А ці ідзе Расія на саступкі па іншых фронтах, наколькі шырокі гэты фронт? Нет, наоборот. Я вижу, что как бы принуждение к интеграции продолжается, и мы рассказывали о том, что перевалка грузов таки будет через российские порты, но, правда, не всего объема, и тогда речь шла только о нефтепродуктах, но теперь соглашение таки, значит, подписано, и, судя по информации новой, скорее всего, будет речь идти еще и в перспективе и калийных удобрений, все-таки частично экспорт и через российские порты тоже будет. На Россию. Это при том, что на Литву это не только в разы карацей, але там еще купили уласный терминал. Да, совершенно верно. Вот, так что похоже, что интерес к именно выполнению этой части, как сказать, наших интеграционных обязательств у России очень важен, и это видно было потому, что даже в выходной день Мишустин специально звонил Головченко, чтобы выяснить, как там, где же, как идет подписание этого соглашения. Ну и плюс, вот я не знаю, стоит ли это обсуждать, что называется, из источников, не заслуживающих никакого доверия, да, всяких разных сливных российских каналов пошла информация о том, что может быть обсуждена продажа нескольких белорусских предприятий там, российскому бизнесу. Говорилось о БМЗ, но там какие-то совершенно удивительные условия. Если правда, как бы то, что в этих сливах было, что мало того, что купить, заплатив все долги и пообещав еще модернизацию этого предприятия, несмотря на то, что она недавно закончилась и так, в общем, и явилась причиной сложного финансового положения БМЗ, так еще и заплатить 500 миллионов за него. Ну, то есть, если бы я такие условия увидел, это вот надо точно сразу соглашаться. И, кстати говоря, здесь же что еще интересно, почему вот этих продаж не происходит, да? У нас же только одна была такая крупная сделка, это Газпром-Трансгаз, Белтрансгаз. Потому что, на самом деле, Лукашенко не устает повторять регулярно, не устает повторять, как и почему мы никогда ничего продавать не будем. Ни в коем случае. Он постоянно об этом говорил, что на Всебелорусском народном собрании, где он постоянно говорил о том, что «а давайте мы как-нибудь так закрепим какой-нибудь резолюцией то, что приватизации народного достояния не будет вообще никогда». Ну, или там при нем. И то же самое он говорил еще и когда были за последнее время еще совещания у него о судьбе различных предприятий. Вот Мотовела, например, точно тоже было про это. Про что? Ни в коем случае его продавать нельзя. Но самое интересное из этого совещания по Мотовела, и которое, как мы потом покажем, является очень важным, потому что это чуть ли не, я так понял, основа отношений сейчас чиновников и директоров крупных предприятий с правительством, и в то же самое время это и подходы властей по отношению к крупным предприятиям. А именно, вот все происходит по одной и той же схеме. Выступает, например, значит, либо чиновник, как в данном случае выступает премьер-министр профильный Назаров, и говорит, что на этой площадке современной, которая сейчас есть, невозможно нарастить производство, которое нам нужно. Мы предлагаем, говорит он, цитата, создание абсолютно нового производства. А яны кажуць, маўляў, мы не закрываем завод, нам просто трэба его прибрать, потому что нам трэба нашмат больш месца, каб павялічыць вытворчасць разы. Так вот, идея в чем? Еще раз. А что же делать с площадкой, на которой, как мы выясняется, невозможно развитие этого производства? А производство это порядка 27 гектаров, это все в центре Минска. Передача этих площадей незадействованных Минскому технопарку. Якобы на этой площадке можно будет, вот снова цитата, производить что-то
из комплектующих. Калі перакласці на чалавечую мову, што яны кажуць, давайте, значыць, все, Мотовела трэба закрываць і здаваць гэтыя памяшканні. Да. А преподносіць это в такой форме, что Мотовела трэба разбудаваць на все великие новые Васюки, которые не поместятся в этот будинок, где есть. Ну, нельзя же просто сказать, что единственный актив ценный, который остался у Мотовела, это вот эти площадки производственные в центре города, которые использовать как производственные не надо, потому что там нельзя производить, нужно новое. Вот. А там, может быть, мы сделаем технопарк, ну, то есть Лукашенко сам говорил, вы только там жильем не застраиваете и прочее. Есть масса предприятий, которые уже, на самом деле, скорее, полумертвы. Да? Самое ценное, которое у них есть, это недвижимость. Но мы же не можем сказать, давайте построим там жилье или торгово-развлекательный центр. Да? Это будет как-то плохо выглядеть. Давайте назовем этот комплекс, который там будет построен, вот технопарком, и пообещаем, что кто-то там что-то будет, какие-то детальки производить. Но и понятно, еще раз, о чем идет речь. Это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре. И директор же выступает на этом же совещании, Ладудько, и говорит, сейчас на предприятии работает около 120 человек, а если мы план этот реализуем, то в течение нескольких лет он вырастет до 300-400. Ну, просто этот рост, это настолько смешно по сравнению с тем, что было с Мотовела. Мотовела до кризисных времен, вот до кризиса первого 2009 года, было более 2500 работников. А по остатних, МАЗ, что? Да, так вот МАЗ, кстати. И дело в том, что мы же говорили, что Всебелорусское народное собрание, там помимо, все же обращали внимание на политику, там было как раз довольно много интересного про экономику, и сказано оно было часто не устами самого Лукашенко. Вот выступает Валерий Иванкович, гендиректор МАЗа. Нужны программы инвестиционного развития, подкрепленные ресурсами. А именно длинные, хотя бы на 7-10 лет, банковские кредиты под приемлемый процент. А зачем? Зачем МАЗу эти деньги длинные? Например, говорит он, разработка и освоение абсолютно нового грузовика с беспилотным управлением на электротяге дотянет до $1 миллиарда. Абсолютно новый грузовик с беспилотным управлением на электротяге. Слушай, Тесла даже не занимается этим. И мало того, что это же не один их такой вот проект, под который планируется «Дайте миллиард». История очень похожа и на Мотовела. А именно, вот что говорит гендиректор, что мы производим, электробусы, но мощности, к сожалению, ограничены, производим под заказ, а нужно разработать проект нового современного автобусного завода. Но почему-то, видимо, есть проблема со сбытом, потому что он говорит? Предлагаю внедрить госзаказ как инструмент развития и рассматривать не на год, а на период от 3 до 5 лет. А то, коли прибрать всю ту шелуху про эти проекты «Новые Васюки», что они кажут по сутности? По сутности это означает, что, как и раньше, дайте нам денег, причем теперь нам нужно денег больше, потому что дайте нам денег не только на то, что мы будем производить, но дайте нам денег на то, чтобы еще и нам гарантировать сбыт того, что мы производить будем. Вот такие планы сохранения или даже создания новых производств. Добре, а які ввогуле стратегічні плани, адказ на все гэта у найвышэйшых уладаў у Лукашэнкі? Судя по всему, судя по выступлению, которое было на вот этом ВНС, импортозамещение снова вернулось это слово в его лексикон, и вообще идея вот этой импортозамещающей, а сейчас уже даже скорее не импортозамещающей экономики, а по сути авторкической времен Советского Союза, он высказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Рапотой, когда его орденом награждал, сказал: я же, говорит, из советского времени, я помню, что такое план, тогда же планировалось, там все можно просчитать и исключить импорт, полностью себя обеспечить. Дык, может быть, это и добрая идея все самим вырабатывать. Вот проблема заключается в том, что как только вы начинаете заниматься импортозамещением, чаще всего у нас эти проекты импортозамещения означают, что мы произведем для меньшего рынка более дорого и не так качественно, как импортные аналоги. Просто по той простой причине, что первое, что вытекает, это нет такой экономии на масштабах, поэтому удельные издержки будут на единицу продукции выше, цена будет больше. И плюс ограничение конкуренции с импортом автоматически означает, что вы создаете более монополизированную структуру экономики. И чтобы просто совсем понятно было, да, история, которую много все писали, мы об этом рассказывали.
изменения на этот год НДС, да, на лекарства и на ввозимые субстанции для производства лекарств внутри страны. Причем это все подавалось как выравнивание условий хозяйствования с Россией. Вот у нас разница была, у нас было меньше. Где-то отсутствовало, а где-то с 10 до 20% подняли. В итоге что произошло? С 1 февраля, значит, аптеки подняли цены, и, соответственно, тут же на это обратили внимание контролирующие органы, Министерство антимонопольного регулирования торговли, КГК. И больше того, и Лукашенко еще и пригрозил на самом этом собрании, что жестоко разберемся с предприятиями, с аптеками, которые будут эти цены повышать. Простой вопрос. А почему так получается, что повышение НДС так легко переносится на потребителя, эти издержки? Именно потому, что когда вы имеете монополизированную структуру экономики, когда вы специально ограничиваете конкуренцию, то у вас автоматически экономика работает таким образом, что, сама монополистическая модель конкуренции означает, что будут забраны все деньги у потребителя, которые только можно. Вот почему так происходит. Вот поэтому у нас цены выше, а не потому, что какие-то плохие у нас аптеки там, значит, и так далее, и так далее. Результатом такой политики давайте закроемся от всего мира, давайте будем производить все свое, обязательно будет более высокий уровень цен, более высокие темпы роста этих самых цен, которые, кстати говоря, мы сейчас наблюдаем. Так, а, до речі, ти сказав про кошти. Кошти вже наскільки вони істотно розганяються? Так вот это самый интересный вопрос. Информация по инфляции, которая была по итогам января, говорит о том, что как раз-таки сезонные цены пошли на спад, а вот те, которые зависят от политики, то есть монетарная инфляция базовая и инфляция цен регулируемых, продолжает разгоняться. И это очень важный момент. Если ты признаешься себе, что, скорее всего, это новый тренд на разгон инфляции, то с этим надо бороться. Повышать ставки. Повышением ставок. А мы же знаем, как опасно в нынешних политических обстоятельствах повышение ставок, потому что в этот самый момент администрация президента и Совмин требует от Нацбанка, где же дешевые деньги для финансирования экономики, потому что их найти получается все сложнее и сложнее. Мне кажется, что то, что произошло, довольно беспрецедентная история, когда заседание правления, решение правления Нацбанка о процентной ставке, учетной ставке, точнее, что должно было произойти, закончилось ничем, и было принято решение отложить его на месяц, и 12 марта новое будет заседание по поводу того, что с ней делать. За месяц станет ясно, что ни денег не удалось найти, и фактов того, что эта инфляция уже не разовое событие, а трендовое, будет больше. И поэтому, извините, мы же отвечаем за финансовую стабильность, поэтому это решение нужно принимать. Даже, может быть, в ущерб будущего экономического роста. Который, кстати говоря, сейчас же много было шуму пропагандистского о том, что вот же, какие-то негодяи обещали нам рецессию, да, а у нас же, значит, 1,3% январские данные месячные к январю прошлого года. Где же этот ваш спад, который все нам предрекали? Но тут дьявол же, как всегда, кроется в деталях. Так вот, если смотреть на компоненты, значит, то выясняется. Во-первых, это эффект низкой базы прошлого года. Мы же помним, что мы тогда в январе жили в условиях нефтяной войны с Россией. И, соответственно, мы видим, что химия, нефтехимия, значит, это продукты нефтепереработки 34%, химия 39% плюса. Результат. Плюс эффект еще и холодной зимы. Прошлая зима же была очень теплая. Соответственно, в этом году производство электроэнергии плюс 9%, теплоэнергии плюс 20%. Январь к январю. Значит, во всех остальных отраслях промышленности, которая вроде как и выросла на 8,5%, но мы уже сказали, за счет чего, продолжается спад, да, продолжается спад. И самое главное, что видно, что в компонентах, которые отражают конечный спрос, это строительство, услуги и транспорт, там минус 1,4%. То есть рецессия идет. Тобто рецесія йде, одночасово ростуть кошти. Да. Стагфляція, є такий термін, так? Да. Економісти його, звичайно, вельми бояться. Чому? Потому что очень сложно придумать такую экономическую политику, которая помогла бы без побочных последствий. Это такое заболевание, что когда ты, у тебя одновременно болит и сердце, и печень.
Лекарства, которые нужны для того, чтобы поддерживать сердце, ухудшают положение печени и наоборот. И вот это вот та же самая история. То есть у нас есть спад, который нужно поддерживать ростом инвестиций, в то же самое время давать деньги, которые вот на тот, как сказать, неустойчивый финансовый рынок, который у нас есть, чревато разгоном потери вот этой самой финансовой стабильности, которую едва-едва сдерживает сейчас Национальный банк. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалом», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и в социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.